В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Ситуация с лесными пожарами остается напряженной. Сегодня глава республики работает в Намском районе. Дети из пострадавших от огня Намского и Горного района вылетели на отдых в лагерь «Орленок». Турция примет второй этап Кубка мира по масс-рестлингу. В сборную России вошли якутяне. Расскажем об этом подробнее. Сегодня глава республики работает в Намском районе, где лесопожарная обстановка остается напряженной. Здесь на сегодня по оперативным данным тушат 3 пожара на общей площади 620 гектаров. Задействованы 187 человек и 36 единиц техники. Между тем, как сообщили на брифинге по лесным пожарам, на территории республики тушат 69 очагов возгорания в 18 районах Якутии. Всего же на борьбу с огнем задействованы 4216 человек и 650 единиц спецтехники. Напряженная ситуация с лесными пожарами сохраняется помимо Намского, также в Горном, Кобяйском, Усть-Алданском, Татинском районах. Ситуацию обостряет ветреная погода. Они в основном будут работать по созданию условий для всех наших сил для проведения отжига по тем лесным пожарам, которые угрожают населенному пункту. Между тем, лесной пожар у села Тастах Намского улуса разрастается по 2 направлениям. В сторону села и в сторону городского округа Якутска. Об этом минувшим вечером на брифинге по пожарам сообщил главный лесничий Якутии Сергей Сивцев. И как сегодня подтвердил ИО министра экологии Семен Яковлев, туда же направлены силы и средства для борьбы с огненной стихией. Впрочем, угрозы для столицы региона нет. Со стороны Намского района от организации фронта, которая угрожает лесной пожар, она, конечно, потихоньку сейчас наступает в сторону территории городского района. Это со стороны Намского района в сторону города как бы наступает. Но в этом направлении уже силы уже работают в этом части и, соответственно, принимаются все меры. На территории Мегино-Кангаласского улуса действуют 3 лесных пожара, 1 локализован. В селе Табага на сегодняшний день огнем охвачена территория общей площадью 300 гектаров. Там работают 67 человек и задействована техника. В селе Сула-Мылжихси пожар локализован, идут работы по затушиванию. Самый большой очаг в районе на сегодня стоит в селе Сымах. Там огонь перекинулся из соседнего Чурапчинского улуса. Администрация 2 районов работает в тушении пожаров совместными усилиями. На сегодняшний день общая площадь пожара достигла 3000 гектаров. Со стороны Мегино-Кангаласского улуса горит 1000 гектаров. Полностью по периметру 7,5 километров произведена опашка. Сейчас производится контролируемый отжиг. Второй пожар действует в Межжахсинском наследии. Данный пожар локализован. Идут работы по дотушиванию. Третий пожар действует на территории Батаринского наследия. Задействованы полностью 250 человек с обоих районов. Самолеты Б-200 и Ил-76, базирующиеся в аэропорту Полярный города Удачный, сегодня, исходя из погодных условий, будут работать в Вилюйской группе районов. Воздушные суда Ми-8 МЧС России и Минобороны Российской Федерации будут задействованы в тушении пожаров и переброске сил в центральных районах. Более 150 добровольцев, а также вновь прибывшая военная техника в срочном порядке были направлены минувшим вечером в Намский район, чтобы помочь уберечь от огня населенные пункты. Делегация выехала под руководством первого зампред правительства Дмитрия Садовникова. Добровольцев проводил Дмитрий Тымыров. Снова и снова вспыхивают очаги лесных возгораний, и снова добровольцы едут спасать родную землю от разбушевавшейся стихии. И на сборы порой дается лишь пара часов. Сегодня сборы были очень срочные, поэтому централизованно попытались, насколько смогли, обеспечить.
едем в Намский район, поселок Искра. Ну, собрали 38 человек. Ну, посмотрим еще, если понадобится, то следующие группы тоже организуем. Всего же из всех филиалов ГУП ЖКХ в борьбу со стихией вступили 288 работников и 29 единиц техники. Всем добровольцам руководство предприятия оформляет командировки, а значит оплату суточных. Официально отзывает из отпусков тех, кто не готов отдыхать, пока горят родные леса. Продукты питания, инвентарь, спецформа. Все за счет предприятия. У нас по всем филиалам, по республике 27 филиалов, там, где есть лесные пожары, все филиалы туда задействованы. Вся наша техника там на всех населенных пунктах. Скажем, тут пока собрались только группа из исполнительной дирекции города Якутска. Еще одна большая команда была собрана Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона. Как сообщили добровольцы, все они также полностью оснащены всем необходимым оборудованием для борьбы с огненной стихией. Дело за малым – взять палатку и спальник. Со своих вещей у нас палатка, спальники, мешки, ну и лопаты, ну и респираторы, и средства индивидуальной защиты. В этот раз команду добровольцев в Намский район сопровождает и прибывшая в Якутию военная техника. Они будут заниматься по образованию новой минерализованной полосы. Там есть силы противопожарной десантной службы, которые будут заниматься отжигами, встречным палом для того, чтобы остановить пожар. Добровольцы, которые выезжают совместно с местным населением, будут заниматься оккурулем. Команда добровольцев будет работать в Намском районе как минимум до конца этой недели. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Возобновлена подача газа внутри поселка Бяськёль. Об этом сообщает представитель компании «Саха-Транснефтегаз». Напомним, что во время пожара газ в селе был отключен. В результате огненной стихии пострадал целый микрорайон. Сейчас в Бяськёле ведутся восстановительные работы. Также в компании сообщили, что будет газифицироваться новые дома. Уже готовятся проектные схемы газоснабжения. По официальной информации, газовые сети под сгоревшим микрорайоном не пострадали. Но перед их запуском необходимо провести полную проверку магистрали. В настоящий момент посчитан результат, количество выходов из земли, сколько наименований, какое их состояние. Делается проект в настоящий момент для уже отдельного проведения нитей газопровода. 20 детей из пострадавших от огня Намского и Горного районов накануне вечером вылетели в лагерь «Орленок». Там они пробудут 21 день. Так, в течение буквально пары суток, благодаря слаженной работе ведомственных организаций и правительства республики, удалось оперативно восстановить документы, приобрести билеты и организовать перелет группы. Кроме того, перед вылетом с детьми поработали психологи. По словам сопровождающих представителей Управления образования Горного района, сейчас ребята чувствуют себя хорошо и настроены на отдых. Были приняты все меры, чтобы дети были стрессоустойчивые, с ними работали психологи, с родителями тоже. Были проведены определенные работы по восстановлению документов. И, конечно же, оперативно был составлен список из детей. В Анапе их встречает представительство Всероссийского детского центра «Орленок», где они отдохнут полноценный 21 день до 31 августа. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики зафиксировали 139 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в Якутске обнаружили 69 случаев заболевания. В Мирнинском районе 19, в Нерюнгринском районе 8, в Ленском 7, в Мегино-Кангаласском 5. По 4 случая зарегистрировали в Амгинском и Нюрбинском районах. Еще в 10 районах выявили от 1 до 3 заболевших. Между тем, почти 10 тысяч жителей Хангаласского улуса прошли вакцинацию от COVID-19. Выполнение плана составило 65,5%, а 8 населенных пунктов района уже на 100% выполнили план по вакцинации местных жителей. Среди них есть и такие, где идет перевыполнение плана, например, в селе Синск. Однако, к сожалению, есть населенные пункты, где количество привитого населения едва достигает половины. По наслегам у нас прибавилось, 8 наслегов полностью выполнили 100% план.
Это Титары, Чкалов, Тумул, Синский, Юедей, Качекадзе и Кагылырия. Ну и отстающие у нас на последнем месте Техтюр 48%, Булгуняхтах 49%, Бестях 55%. Очень низкое выполнение плана показывает. Перейдем к новостям спорта. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим Токийским играм. Российские паралимпийцы, отметил президент, на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях международного уровня, и на предстоящие игры в Токио отправятся именитые и перспективные спортсмены. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Более 200 российских спортсменов выступят в 19 видах спорта из представленных 22. Напомню, в состав сборной страны вошли 3 якутянки: Анастасия Диадорова – плавание, Степанида Артахинова – стрельба из лука и Алена Дмитриева – волейбол сидя. Вы это уже отметили. Продолжаем тему спорта. В сентябре Турция примет второй этап Кубка мира по масс-рестлингу. Соревнования пройдут в рамках 5-го фестиваля этноспортивной культуры в Стамбуле. Известно, что на помост выйдут сильнейшие масс-рестлеры мира. Обязательное требование для каждого – это отрицательный результат ПЦР-теста или справка о вакцинации от COVID-19. В настоящее время идет прием заявок, и свое желание побороться за первые места уже изъявили более 150 спортсменов из 14 стран мира. Всего же на втором этапе Кубка мира будет представлено 14 весовых категорий. Сборная России будет представлена 2 командами, куда непременно войдут и якутские спортсмены. Первая будет основана по итогам первого этапа Кубка мира, который проходил в июне этого года в городе Хива. Участников второй сборной в ближайшие дни огласит тренерский состав Федерации масс-рестлинга. Согласно положению, Всероссийская Федерация масс-рестлинга может выставить 24 спортсмена, все остальные страны по 36 человек, а Турция, как принимающая сторона, до 48 участников. Пакистан, например, в очень большом количестве заявился, там будет полностью квота 36 человек использована, также приедут много функционеров, и они будут вынуждены приехать за 10 дней, отсидеть там карантин, и при отрицательном тесте, ПЦР-тесте, они смогут выйти через неделю из этого карантина. Поэтому, несмотря даже на такие ограничения, спортсмены хотят приехать и участвовать на нашем этапе. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.